Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что совсем скоро исчезнет из вашей жизни? Если вам интересно, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что совсем скоро исчезнет из моей жизни. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вот я прям увидела этих маленьких крыс, и вот прям глаза к ним прилипли. Две маленьких крысы. Крысы — это вредители, это мелкое воровство, это наговоры, это сплетни, это, такие, знаете, мелкие завистники, пакостники, так можно назвать. У вас их двое вышло. Понятно, что отсыпка общая, но если вы на нее попали, значит здесь и про вас. Один человек у вас с левой стороны, то есть об этом человеке вы ровно ничего не знаете, либо именно этого человека вы ни в чем не подозреваете, а второй человек справа, то есть этого человека вы знаете, вы конкретно можете его обозначить, сказать: да, вот этот человек вредитель, да, либо этот человек мне неприятен. Вот я точно знаю, что и завидует, и наговаривает на меня. Эти два человека из вашей жизни уйдут. Уйдут, исчезнут, пропадут. Идет разграничение. Знаете, как будто бы между вами и этими людьми вырастают стены. То есть ни вы их не видите, ни они вас не видят, и, соответственно, вам ничего дурного сделать не могут. Так. Здесь корни, очень интересная картинка. Здесь у меня пара, мужчина и женщина. Оба непростые. Оба непростые. Вот даже по прическам это можно сказать. Мужчина похож на такого гордеца, самоуверенный, вспыльчивый, эгоистичный в своих проявлениях. Такой, знаете, нетерпимый. Вот любит, когда его гладят по шерстке. А если против шерстки, все, он на дыбы, он прям может и вспылить, и нагрубить, и что угодно может сделать. Вот. А женщина, она очень милая, добрая, и она покладистая, она очень долго терпела, ждала. Значит, мужчина ей там с 3 короба наобещал, вот, и забыл. Да? А женщина ждет, а женщина надеется. Так робко его спрашивала: но ты же помнишь о своих обещаниях, но ты же будешь их исполнять. А он так рукой махал, типа: не трогай меня, да, я все знаю, я все помню, а сам ничего и не помнит, и не знает, и делать не собирается. Ваши отношения, они дошли до какой-то точки апогея. То есть вы, девушка добрая, положительная и терпимая, в какой-то момент превратились из овечки, маленькой пушистой овечки, вы превратились в львицу, грозную, такую сильную, с таким рыком прям. Вот. Вы его больно укусили, вы нанесли ему какие-то обиды. Может быть, вы сказали ему все, может быть, знаете, как поставили вопрос ребром. Он, скорее всего, на вас обиделся. Возможно, между вами именно сейчас либо разрыв, либо охлаждение. Как-то вы на друг друга теперь вот смотрите как с подозрением, с недоверием, что вы к нему, что он к вам. То есть какой-то разрыв произошел. Разрыв, недопонимание, и как следствие расход в разные стороны. Может быть, вы вместе находитесь, просто никак не можете сейчас договориться друг другу, заново поверить, либо восстановить ваши отношения. Либо вы уже разошлись с этим человеком. Смотрите, девушка здесь просто хочет быть счастливой. Я хочу быть счастливой. Я хочу нормальной человеческой жизни, обычного женского счастья. Вот. Вы это четко видите, понимаете, и вам где-то вот
ну, скажем так, плюс-минус все равно, с кем, да, с этим мужчиной, с другим мужчиной, вы просто хотите быть счастливой. А вот этот мужчина после этого разрыва, расхода, либо неурядицы в ваших отношениях, он испытал очень большой стресс, очень большой стресс. На кого-то он опирался, может быть, у него там, ну, допустим, мама, да, либо какой-то запасной вариант был. Ну, кто его знает. Может быть, он в процессе вашего разрыва там себе запасной вариант нашел. Но больше похоже, конечно, на маму, либо женщина-родственница. Вот. Эта женщина обещала ему поддержку, там, льстивые слова, там, давай вместе, я там всегда с тобой, я же твоя мама. А оказалось, что он ей, извините, нафиг не нужен, а нужны, например, там, его мужская сила, да, что-то сделать, отнести, привезти, там, поднести деньги, которые он зарабатывает. И он сейчас в положении одиночки. То есть он понимает, я никому не нужен. Я ошибся, да, в своих ожиданиях. Я потерял женщину, с которой мне было, ну просто, ну вот как в раю я с ней был, да, вот прям в шоколаде катался. Вот, сделал неправильный выбор, понимает, что он вас обидел, и теперь этот мужчина, он по звезде загадывает желание на то, чтобы с вами, ну, заново сойтись, помириться, восстановиться, и чтобы все было как прежде. Но как прежде уже не будет. Что уходит из вашей жизни, что навсегда исчезает? Во-первых, исчезает ваша вот эта вот стопроцентная доверчивость и покладистость. Вы теперь никогда больше не будете этой овечкой, да, вы теперь навсегда останетесь львицей. У вас поменялся характер, такая ломка характера произошла. У вас вот даже ценности немножечко сдвинулись. Если вы раньше считали, о, у меня мужик, он должен все делать, я типа там жена, мое дело кухня, то теперь нет. Вы почувствовали, что вы сила, вы почувствовали, что вы мощь. Вы почувствовали, что вы сами не пропадете, не нужен вам этот мужик, не нужен, чтобы быть вам стабильной, там, обеспеченной, жить, да, не нужен этот мужик. К вам уже не вернется прежнее вот это состояние наивной девочки. А этот мужчина, он потерял уверенность в себе, он потерял вот этот свой эгоцентризм. Вот, действительно, на своей шкуре все испытал. Вот что он делал вам, либо как он к вам относился, он все испытал на своей шкуре. Ну, либо ровно столько, либо немножечко больше, да, досталось ему немножко больше. По его желанию быть с вами снова вместе. Вот эта конфликтная ситуация из вашей жизни уйдет. Кто-то помирится, кто-то восстановится, а кто-то заново в брак сойдется. Ну, то есть вы заново заключите брак, если вы в разводе. Раскол, вот этот раскол между вами уйдет и заберет с собой его какие-то глупости, заблуждения и ваше вот это терпение, ну, можно также сказать, что это немножко как неадекватное состояние, доверчивость, там, не знаю, супероткрытость, наивность, да, все это уйдет. То есть те качества, которые вам по жизни были не нужны и вредили, это все навсегда уходит. Если вы и восстановитесь, а я вижу, что вы восстановитесь, то это будут совершенно другие отношения, потому что вы очень сильно поменялись, и он очень сильно поменялся. Так, ну а что касается этой женщины, она тоже уйдет из вашей жизни. И не только из вашей, но и из жизни этого мужчины. Я так понимаю, что он от нее отвернется, либо уже отвернулся. И более он никогда с ней не пойдет на контакт. И если будут какие-то контакты, это либо будет через расстояние, да, то есть издалека он с ней будет контактировать, либо это будут сугубо ограниченные контакты. Может быть, там, через несколько лет он только ее там простит и там, хотя бы здороваться с ней начнет. Вот это произойдет. Так, вот у меня выходит здесь треугольник, где мужчина, знаете, как ну вот были такие игрушки, неваляшки, да, неваляшки, туда-сюда, туда-сюда. Мужчина очень похож на неваляшку. Смотрите, вы женщина, ну просто идеальная во всех отношениях. Женщина идеальна во всех отношениях. И красавица, и умница, и цены вам нету.
А вот ваша соперница, на нее посмотришь, знаете, и противно, и плакать хочется. Вот честно, вот такие ощущения от нее идут. А мужчина как неваляшка, да? Ну, любому дураку понятно, что нужно выбирать вас, что нужно быть с вами. А он нет, он что-то межуется, сомневается, как-то так себя ведет. Типа страшно, вот я не знаю, а вот если бы вы вместе там договорились, да, если бы можно было 2 жены, вот это было бы хорошо. Я вижу, девочки, что вам надоест эта вся ситуация, и вы этого мужчинку пошлете. Пошлете вместе с этой соперницей куда подальше, пожелаете им, там, не знаю, счастливого пути, прожить долгую счастливую жизнь вместе, вы друг друга стоите, вот вместе и оставайтесь. Пошлете вы их куда подальше. И что произойдет, мои хорошие? Вот это одиночество, это болька, эти страдания, переживания, неуверенность в себе, а ведь он вас, знаете, прям расковырял эту неуверенность в себе, внушил вам, да, что вы, возможно, равны той женщине, что вы должны за него там конкурировать, его там добиваться, ждать, как-то, знаете, какие-то условия ему особые, да, создавать. Это все уйдет. Ваша самооценка поднимется. Вы избавитесь от этой неуверенности, избавитесь от этих любовных страданий и мук. Вы видите, у вас в голове вот такая птица, красивая, гордая птица, похожа на сокола. Такая соколица у вас там сидит. Это вы, и это ваша душа. Душа начнет парить. Как только вы избавитесь от этого, вернее, как только он уйдет навсегда из вашей жизни, и вот эти все чувства, да, негативные чувства, которые он в вас будил, побуждал, у вас душа начнет парить, и вы, я так понимаю, какую-то прям грандиозную карьеру сделаете. Кто-то из вас пойдет на повышение, может быть, на работу новую устроитесь, там добьетесь большого успеха. А кто-то из девочек и бизнес свой откроет, свое дело откроет. И будете вы парить, и будете вы счастливы, и мужчина вам под стать обязательно найдется. Потому что, смотрите, да, вот эта маленькая орлица, соколица, а за ней, смотрите, какой большой-большой сокол. И он ее, видите, под крыло поддерживает. Это новый человек. Новый человек, который придет на смену вот всему этому безобразию и вот этой, знаете, сердце травмирующей ситуации. Придет, девочки. Вот вы к нему испытываете в данный момент, это уже даже не любовь. Это наваждение, такой, знаете, морок. Вы устали, вы уже устали. Просто, знаете, вот последняя капелька упадет, и все. И вы прям рубанете без всякого сожаления, и прям выкинете и его, и эту соперницу, и всю эту ужасную ситуацию. Просто выкинете из своей жизни. Обновление, обнуление и действительно получение того, чего вы действительно достойны. Так, что еще навсегда уйдет? Какие-то проблемы бытового характера. Бытовой характер. Ну, может быть, неустроенность жизни. Может быть, у вас жилье нуждалось в ремонте. Либо вы в каком-то месте нехорошем жили. Либо вообще у вас этого жилья не было. Вот эта проблема, эта ситуация у вас уйдет. Вы как будто бы на лодочку садитесь, да, и в какую-то новую жизнь плывете. В новый дом, в новое место. В какой-то комфорт вы идете. Из каких-то вот руин вы переходите в какое-то новое состояние и в новое место, очень комфортное, очень приятное для вас. К сожалению, подробностей я вам тут дать не могу. Я так понимаю, что у всех разные будут комфортные условия в разных местах по разным причинам. Но вы для себя должны знать, те, у кого сейчас с этим проблема, что все это разрешится. И вы будете вспоминать ваши сегодняшние дни, да, ваше прошлое, с ужасом будете вспоминать и наслаждаться тем, что у вас есть сейчас. Да, может быть, даже кому-то будете в будущем рассказывать, да, в каких условиях ужасных вы жили, либо как было все плохо. Да. Место, которое вы будете очень любить, и это будет ваше место. Ваше. Вот именно вы будете как хозяйка там, да, либо хозяин. Новое место идет. Вот эти руины, вот эти плохие условия, жизненные условия, они исчезнут. Они навсегда уйдут. Так.
Здесь вышли финансовые проблемы. Я так понимаю, что это долги. Долги, но у кого-то безработица отыграется. Ну, давайте я сейчас скажу про долги. У кого есть долги? Я вижу, какие-то действия вы будете совершать. Куда-то будете ходить, ездить, с кем-то будете общаться, может быть, на что-то договариваться. Вы либо уже узнали, либо вы в ближайшие там, несколько дней, недель что-то узнаете. Есть какой-то процесс, есть какая-то... это больше похоже на какой-то процесс. Процедура может быть какая-то. От ваших долгов вас могут избавить. Почему вы не знали об этом раньше? Почему вы терпели? Слушайте, вот, я поняла. Очень похоже на процедуру банкротства или что-то типа такого, списания. А может быть, вам удастся доказать, что там, это не ваш долг, да, что там на вас лишнего навешали. Я вижу, что вам либо закроют, либо аннулируют, либо с вас спишут. Вот так идет. И в это трудно поверить, очень трудно поверить, но вы будете свободным человеком от своих долгов, кредитов, не знаю, каких-то долговых обязательств. Это будет. Вот тяжесть, да, что я должна, что я обязана, что мне нужно там кровь из носа, там последнюю копеечку нести и этим кровопийцам, банкирам отдавать, это все уйдет. Уйдет. Кстати, кому-то отыграется, что вам конкретный человек поможет, то есть выплатит ваши долги. А у большинства идет через какое-то действие, через какую-то процедуру. Да? Так идет. Но я так понимаю, что это процедура банкротства. Так. Момент, связанный с безработицей. Безработица. Вас либо сократили, либо вы ищете, да, никак не можете найти. То есть у вас есть какие-то мечты, у вас есть какие-то планы, у вас есть какие-то представления, а кто-то согласен на любую работу, лишь бы платили, да, лишь бы деньги были, лишь бы быть устроенным человеком. Смотрите, мои хорошие, для тех, кто попал под сокращение, и для тех, кто долго не может найти, ваш вопрос решится в течение месяца полтора, 100% решится. Вот эта безработица, безденежье и неустроенность, она уйдет. Каким образом? Кто-то через обучение пойдет, то есть вам будут предлагать поучиться и потом устроиться на какое-то место, может быть, как переквалифицироваться даже. И вы начнете с обучения, пойдете, будете работать. А кто-то из вас с какими-то правильными людьми пообщается, либо познакомится, и эти люди будут уже заниматься вашим трудоустройством, да, либо через этих людей вы получите трудоустройство. Я не вижу здесь безработных, и тем более нам песочек прям говорит, что уйдет. Вот именно это состояние уйдет. Кто-то, может быть, в принципе поменяет сферу своей деятельности, да, род своей занятости, но тем не менее безработным человеком вы больше не будете, разве что по своей воле. Допустим, вы уже там все заработали, говорите, все, хочу отдыхать, может быть, перейдете на какой-то пассивный доход. И так вы только откажетесь. Работа у вас будет, и дело у вас в руках будет. Понимаете, дело. Дело у вас похоже на лук со стрелой. Но представьте, что это такое. Это оружие, это добыча нужного, важного, полезного. И это быстрота и скорость. Так что, мои хорошие, переживать вам не стоит. Безработица вам не грозит. Так, невезение. Какое-то невезение, неудачи. Я вижу, на ком-то есть негатив. Негатив. Это может быть с глаз, это могут быть всякие порчи. И они же с ними. Ваши невезения, ваши неудачи, проблемы со здоровьем в основном идут именно из этой сферы. Из сферы темного, липкого и вредоносного. Кто-то из вас знает свою проблему, кто-то с ней борется, кто-то начнет с ней бороться. Но в любом случае этот негатив с вас уйдет и никогда не вернется. Кстати, у вас очень сильный стержень, очень сильный. Поэтому
тот эффект, который, ну, например, на вас там порчей нагоняли, он не получился. Да, приятного мало, и да, вы ощутили последствия, но поверьте, вам желали худшего, да, вам прям желали покинуть этот мир, да, но не получилось у людей. Там вы болеете, у вас неприятности, у вас там какие-то беды происходят, но это лучше, чем отойти в мир иной. А именно кому-то прям хотели и делали. Какая-то женщина, кстати, делала. Вот это с вас уйдет, негатив с вас уйдет. И в вашей жизни все стабилизируется. И везение появится, и какие-то счастливые случаи, какие-то возможности. Вы сможете смело себя называть счастливым и удачливым, везучим человеком. Это будет, как только вот этот негатив уйдет. В принципе, у нас картинка в центре получилась. Я так понимаю, что какие-то действия с вашей стороны нужны. А кто-то действительно уже осуществляет эти действия. Вы на правильном пути, вы добьетесь этого, негатива не будет. Научитесь защиту на себя делать, либо будете обращаться к специалистам для того, чтобы на вас делали защиту. И все, больше негатив к вам никогда не пристанет, это 100%. Так, еще очень важный момент для тех, у кого конкуренция. Конкуренция в бизнесе, может быть, в карьере конкуренция у вас. Вы постоянно как будто бы сталкиваетесь с этой конкуренцией. Конкуренция очень нечестная, такая грязная. Вот знаете, как без правил, да? Люди играют без правил. Вы как будто бы проигрываете, вы стараетесь, вы усиливаете свою работу, вы больше вкладываетесь, да, но поскольку вы играете именно честно по правилам, вы всегда, ну, получаетесь в проигравших. Вот. С вашими конкурентами произойдет какая-то странная ситуация. Я не могу вам вот прям детально сказать, что это конкретно, но я вижу, что вы вот недосягаемы для ваших конкурентов. Придет такое время, когда, ну, никто, вот просто никто не сможет с вами конкурировать, либо до вас дотянуться. Вы либо какое-то признание получите, да, вот какой-то титул, статус. Вот вы как особняком стоите, да, от всех этих людей. Да, они будут на вас смотреть, да, они будут хотеть с вами конкурировать, но у них не будет никакой возможности, никакого даже минимального шанса, чтобы к вам, не то чтобы с вами конкурировать, чтобы к вам приблизиться. Вот такое время придет. У вас не будет конкурентов. Может быть, вы что-то такое придумаете, может быть, что-то такое уникальное начнете делать. Конкуренции 100% у вас не будет. Не будет. Это вот прям четко показали, и показали это в венце. Вы недосягаемы для своих конкурентов. Поэтому, мои хорошие, немножечко подождите, потому что венец-то у нас, ну, прям событие, которое приходит последним, но оно обязательно придет. Придет, и для вас это действительно как вот звезду поймать. Именно так оно для вас идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.